к мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Конец войны. Пылающий Кенигсберг. По улице среди горящих развалин домов идет женщина средних лет. Она замечает среди груды домашней утвари дымящуюся книгу. Она выхватывает ее из огня. Это стихи Микеланджело Буонаротти. После войны она переведет их с немецкого на русский и переводы пошлет своему богу, своему кумиру Дмитрию Шостаковичу. Он ответит ей благодарственным письмом, а потом появится сюита на стихи Микеланджело Буонаротти. Она будет счастлива, но написать второе письмо и спросить о том, не ее ли переводы послужили идее создания сюиты, она не сможет. Она посчитает это некорректным. Она была очень скромным человеком. Она была человеком высоконравственным, талантливым, мудрым и высокопорядочным. И прожила свою жизнь в полном несоответствии духовного мира и физического мира. В ее жизни было много страданий, бед, горя. Она все это перенесла. Она, Лидия Мухаринская. В моей памяти Лидия Сауловна Мухаринская осталась каким-то совершенно лучезарным образом и абсолютно уникальным. Она была удивительно терпима, даже мало сказать, деликатно, тактично, боязни хоть чем-то кого-то обидеть. Ну и, безусловно, конечно, самая уникальная черта – поразительная честность. В середине 70-х годов в Союзе белорусских композиторов назрела такая ситуация, что надо было обязательно уже что-то менять. И на очередном съезде было решено сменить правление Союза. Тайным голосованием это и сделали. И, в общем-то, никто до сих пор не признался, как он голосовал. Ну, как всегда, и лгали, как бывает в творческих союзах. Одна Мухаринская. Мало того, что она показала, подошла к каждому, кого она вычеркнула из списка, сказала, что она вычеркнула, и объяснила, почему она это сделала, почему этот человек не может находиться в руководстве Союза. Она нажила себе врагов смертных до конца жизни, но тем не менее она это сделала. Больше этого не повторялось за всю мою жизнь никогда, и я сама не способна, в общем-то, на такой поступок. Когда я задумала написать симфоническую поэму Бондаровна по поэме Янки Купала, в качестве эпиграфа, и даже не эпиграфа, а ремарки было написано «Народные песни». Ну, с какой народной песни? Я даже не знала такую песню, предполагала, что это баллада. Позвонила Лидии Сауловне. Она мне на завтра назначила встречу. Я пришла, было разложено 10 вариантов Бондарон. Польский, украинский, белорусский.
Это были упоительные часы. Поразительно, что в каждом варианте был менталитет нации, вот, которой она принадлежала. Ее вот этот экскурс и подсказал драматургию сочинения, все комплименты, которые я потом получала, я их адресовала ей тоже. Потому что если бы не она, и сочинений бы такого не было. К ней можно было обратиться по каждому вопросу. Она уже лежала в больнице, уже была в очень преклонном возрасте. И мне нужна была статья по интересующим меня вопросу. Я сказала: Лидия Салоновна, ни на что не надеясь, потому что ей было очень плохо. И она мне сказала: да, это советская музыка, вот за такой-то год, вероятно, вот такая-то страница, проверьте, может быть, там не 34-я, а 35-я. Это было, конечно, уникально. Сколько боли, мук и страданий может вынести человек, столько, сколько определено его судьбой, и столько, сколько позволит Господь Бог. Ее отец, Саул Мухаринский, был репрессирован. Мать умерла в 45 лет, когда Лиде было 26. Ее теток отправили в лагеря, а лучшая подруга не вынесла преследования НКВД и повесилась. В ее жизни было много ужасного и страшного. Она все пережила: холод, голод, разруху, душевные терзания и страдания. В 60 лет она получила квартиру, нашла после войны своих любимых теток Женю и Маню и привезла в Минск. И до конца жизни с ней были не только люди, родные по крови, но и по духу. Она очень часто ходила по краю бездны, заглядывала в страшную пропасть, но никогда не сорвалась туда, потому что ее сила духа, ее высокая нравственность, ее любовь к людям не позволила сделать этого. Она проживет очень незаметную жизнь для многих людей, а для многих она останется в памяти как прекрасный человек. Она Лидия Мухаринская. Я просто счастлива, что я могу что-то сказать про одного из моих самых больших друзей за мою всю жизнь, про Лидию Сауловну Мухаринскую. Я имела счастье жить с ней вместе в одном доме композиторов, если кто-то помнит, над речкой Свисвоч стоял такой двухэтажный дом. Она жила на первом этаже, а я над ней на втором. Так что она была первой слушательницей моих всех сочинений, которые я писала. И чтобы сказать о ней самое весомое, самое такое, мне кажется, что характеризует ее как человека, я писала цикл на слово «танка». «Земное притяжение» цикл назвался. И там последние слова были такие: «Как мне не повернуться назад, если бы я даже превратился в соляной столб?» И когда я ей показала этот цикл, она заплакала. Конечно, не от моей музыки, а от этих необыкновенных слов, которые меня тоже всегда приводили в содрогание. Вот такая она была человек, что для нее, что прошлое, которое у нее было страшное и прекрасное, и теперешнее, на которые она очень ярко реагировала. Человек, она была сверхнеобыкновенной. Когда получили мы квартиры, в том же доме одна над другой, она получила квартиру первой. И там были 2 комнатки, такие невзрачные. И она сразу обратилась ко мне, говорит: «Эдди, давайте, я возьму 1 комнату, вы возьмете 2 комнату». И она долго-долго меня уговаривала. Она, конечно, меня не уговорила, а через год
В этом же доме я тоже получила квартиру, и как раз этажом выше ее. И это знакомство, и это общение оставило на мне след, наверное, до конца моих дней. Особисто у моїм житті Лідія Сауловна Мухаринська відіграла вирішаючу роль і в виборі професії, і у відносинах до її. Хочеться сказати про незвичайну високородність Лідії Сауловни Мухаринської. Вона не тільки у годи війни добровольцем пішла на фронт, вона категоричний імператив проявляла і у мирний час наставника консерваторії. Вона не замикалась у вузьковідомственних інтересах. Вона розставляла кадри так, щоб на широкому просторі були групи етномузикологів наукові, і у консерваторії на її богатирській заставі, де вона підрихтувала свою послідовницю Тамару Якименко, і в Академії наук. Само життя у Лідії Сауловни було непростим. Вона була не меркантильна, і навіть тіні у її не було прагматизму. Тому життя було непростим, але вона завжди знаходила сили у собі у боротьбі з псевдофольклорною практикою і з імітацією під науку. І у гэтым сенсі ніколи побач з їй себе ти не відчував адзіным у полі воїнам. І ў гэтым таксама маё пастаянная, незгасная прысутнасць Лідіі Сауловны у маім жыцці. Лидия Сауловна Мухаринская, заслуженный деятель искусств БССР, чье имя занесено в Национальную российскую энциклопедию, которая, кстати, называлась раньше Большой советской энциклопедией, известный музыковед, педагог, исследователь партизанской песни, родилась 27 марта 1906 года в Тбилиси в семье потомственных врачей. Мать воспитывала ее в лучших традициях интеллигентной семьи начала века. Хорошая литература, знание нескольких языков, знание музыки и ничего сладенького, сентиментального, что могло бы испортить вкус и дать неправильные ориентиры в жизни. Ее отец Саул Мухаринский увлекался идеями революции, за что потом горько и поплатился. Кстати, Лида ее назвали в честь дочери Георгия Плеханова, известного русского революционера, с которым дружила семья Мухаринских. А после того, как родители развелись, мать Лида и ее младший брат переезжают из Тбилиси в Одессу. И второй муж Любови Мухаринской предлагает эмигрировать за границу, но мать отказывается, и семья остается в Одессе. Лида, выходя на улицу, закрывала глаза, чтобы не упасть в обморок от голода, от слабости, и шла по улице с закрытыми глазами. Она пережила много в те годы, в годы разрухи, голодные, холодные годы. Она заканчивает рабфак, поступает в Московскую консерваторию. В 1938 году
приезжает в Минск и по своему восприятию своих предметов, по своему образованию, по своему воспитанию она выделяется среди многих других, это становится сразу заметно. Потеряв всех своих практически родных и близких, она полностью уходит в работу, она преподает историю зарубежной музыки, русской, советской, белорусской. По субботам она уезжает в Москву для того, чтобы взять специальную литературу, музыкальную литературу, которой было мало в Минске. А через субботу привозит новую партию, огромные сумки с книгами. Так она работает. Она действительно полностью уходит в работу. Со студентами, дипломниками занимается по 4, по 5 часов индивидуально с каждым. А ее студенты – это будущие известные музыковеды и композиторы. И, кстати, почти все белорусские известные композиторы – это ее ученики. Потом война. Она пройдет ее с первого дня до последнего. Переводчица, санитарка, медсестра. Она увидит очень много страшного, жуткого, ужасного, как только сердце ее все это выдержит. Возвращается в Минск, в свою родную, уже родную консерваторию и продолжает свой преподавательский путь. После войны Лидия Сауловна пишет прекрасную работу, кандидатскую диссертацию, которая называется «Белорусская партизанская песня». И по сути своей эта работа является докторской диссертацией, но она не умеет выставлять своих заслуг и своих достижений, она не умеет добиваться, вырывать, просить и всегда руководствуется в жизни только двумя правилами. У нее есть два понятия в жизни. Это нравственно, а это безнравственно. Она очень много знает. Она знает музыку, литературу, историю и искусство. Легче сказать, чего она не знает. И, конечно, это нравится не всем. И, конечно, ее замечание типа замечания, которое она высказала по поводу дел Союза композиторов, талантливых людей много, но нет властителей дум, тоже многим не нравилось. И когда исполнилось 66 лет, руководство консерватории предложило ей закончить свой трудовой путь, свою трудовую деятельность. Она уходит из консерватории, но у нее остаются дипломники. Это ее отдушина, это ее творческая деятельность, это все, что остается у нее в этой жизни, и она этим живет. В 1984 году ее состояние здоровья резко ухудшается, и делают операцию, вставляют электрокардиостимулятор. В 1987 году весной происходит обострение трофической болезни, и 21 мая 1987 года Лидии Сауловны не стало. Лидия Сауловна была проводником, который тащил нас, учеников, вверх, в гору, в очень высокие горы. И, может быть, не у всех было желание идти за ней, потому что это очень трудно. Очень трудно идти вверх за таким проводником. Но иначе она не умела, не могла, потому что для нее самое главное было научить тому, что умела, могла и чем жила она сама. Дойти до самой сути во всем
до самой сути. У нее не было семьи, но мне так кажется, во всяком случае, я смею надеяться, что именно ученики стали для нее семьей, и смыслом ее жизни было вырастить свое продолжение. Мне кажется, она бы написала и сделала гораздо больше, чем было написано ею, если бы так много сердца, так много души, так много знаний, всего того, чем она обладала, если бы она это не вкладывала в нас, в своих учеников, так самоотверженно, так безоглядно, так щедро. Недавно, перелистывая старые письма, которые Лидия Сауловна написала мне, я нашла такой листочек со стихами Рильке. Стихотворение Франциск Ассизский. И строчки. «И это сердце было бесконечно, и светлое вмещало все и вся, вмещало все и вся». И еще незадолго до своей смерти она мне сказала, что она пишет трактат о любви. Вы знаете, когда мы готовили ее бумаги для того, чтобы документы, для того, чтобы передать все это в архив, я тщетно пыталась найти этот трактат, а потом я так надеюсь, что этот трактат все то, чему она учила. И мне так кажется, что, может быть, все самое лучшее, что есть во мне, это то, что мне дала моя мама и Лидия Сауловна, которая стала для меня второй мамой. А то, что не сложилось, то, что не случилось, то, что не совершилось, это моя слабость и мое несовершенство. С фотографии на нас смотрит девочка, она очаровательна, мила, и сразу видно, что это особенная девочка, она умна и много знает. Она не знает только одного, как сложится ее судьба, потому что этого знать не может никто. А судьба будет жестока к ней, и жизнь ее будет полна лишений, страданий, горя, но она не сломается. Она пройдет через всю жизнь с высоко поднятой головой и осияет эту жизнь великой любовью к людям, высокой нравственностью. Многие ли из вас знают, кто такая Лидия Мухаринская? Наверное, нет. Но когда такие люди, как она, уходят из жизни, исчезает еще один маленький теплый лучик света. Исчезает с холодной поверхности житейского моря солнечный блик. А душа, тепло, свет, ведь это главное в нашей жизни, потому что благодаря таким, как она, мы остаемся людьми. И, наверное, о таких, как она, и о ней написал свои стихи Давид Самойлов. Вот и все. Смежили очи гении, и когда померкли небеса, словно в опустевшем помещении стали слышны наши голоса. Тянем, тянем, слово залежалое, говорим и вяло, и темно. Как нас чествуют и как нас жалуют. Нету их, и все разрешено. Все равно, где бы мы не причалили, к
островам ли сиреневых птиц к мысу радости, к скалам печали. Не подняться